На повестке дня 59-го заседания Народного собрания Ингушетии более 30 вопросов. Первым выступил руководитель управления Росреестра по республике. Андрей Борисов рассказал о результатах деятельности за 23 год и 9 месяцев 24-го. Он отметил, основные направления деятельности были сосредоточены на достижении показателей целевой модели, утвержденной распоряжением правительства России в сфере государственного кадастрового учета и госрегистрации прав, дорожной карты по сокращению количества приостановок и отказов в учетно-регистрационной сфере оборота недвижимости. За 12 месяцев 2023 года управлением принято более 57 тысяч заявлений для проведения учетно-регистрационных действий. Из них в электронном виде 14 тысяч обращений, что составляет 25% от общего количества обращений. За 9 месяцев 2024 года принято более 45 тысяч заявлений по учетно-регистрационным действиям. Из них в электронном виде 18 тысяч обращений, что составляет 41% от общего количества обращений. Следует отметить, что в соответствии с дорожной картой для управления установлен целевой показатель, чтобы доля обращений, поданных в электронном виде, составляла 60%. По итогам третьего квартала указанный показатель впервые достигнут управлением, и доля обращений, поступивших в электронном виде, составила 62%. Также по итогам второго и третьего кварталов этого года управлением достигнуты необходимые показатели и продолжается работа по внесению единого государственного реестра недвижимости границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, а также границ территориальных зон. Из 45 границ муниципальных образований на сегодняшний день внесено 41, что составляет 91%. План графика перевыполнен. Границы населенных пунктов Республики Ингушетия из 122 в 2023 году внесено 97, за 9 месяцев 2024 внесено 13 границ населенных пунктов. Всего 110 границ. На настоящий момент план график также перевыполнен. До конца года планируется внесение еще 6 границ населенных пунктов. Полное завершение работ планируется во второй половине 2025 года. Исполняющий обязанности министра финансов Ингушетии Тамерлан Вашугуров представил доклад о республиканском бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Направление законопроекта предусмотрено до 1 ноября текущего года в соответствии с законом региона о бюджетном процессе в республике. Основные параметры республиканского бюджета, представленного на 2025 год, у нас сложились следующим образом. Общий объем доходов бюджета – это 27,4 миллиарда рублей. Общий объем расходов – 27,7 миллиарда рублей. Дефицит бюджета – 376,2 миллиона рублей. Верхний предел государственного долга на 1 января 2025 года у нас установлен в объеме 2,3 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы на следующий год спрогнозированы в сумме 7 миллиардов 700 миллионов рублей, с ростом по сравнению с прошлым годом на 855 миллиардов рублей. Основные доходы по налогам – это 2 миллиарда 900 миллионов НДФЛ, налог на физических лиц, 1 миллиард 700 миллионов – доход от уплаты акцизов, 1 миллиард 200 миллионов – налог на имущество организаций. Неналоговые доходы на 2025 год запланированы в объеме более 800 миллионов рублей. В данном законопроекте исключены полностью случаи предусмотрения нереалистичных доходов, то есть таких сумм нет. Все суммы как по налоговым, так и неналоговым доходам согласованы с главными распорядителями. Это налоговая служба, Министерство имущественных отношений, Министерство сельского хозяйства. По штрафам это Министерство внутренних дел. Поэтому все предусмотрено только по согласованию с нашими учреждениями, которые обеспечивают доходную часть бюджета. Бюджет Ингушетии социально ориентированный, а это значит, что средства в первую очередь идут на исполнение социальных обязательств перед жителями республики. По итогу заседания бюджет принят в первом чтении. Мадина Цора, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.